ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В воскресенье утром местечко на берегу Ижмы близ Усть-Ухты. Именно здесь стартует большой этнографический проект «Великий водно-волоковый путь». Сыктывкарский историко-реконструкционный клуб «Кречет» решил повторить путь геолого-разведочной экспедиции российского государства в Печорский край для поиска серебряной и медной руд. Изюминка проекта «Транспорт». Команда отправится на настоящей малой ладье, соответствующей скандинавским и славянским аналогам прошлого. Клуб давно хотел иметь в собственности подобную ладью для, назовем это, личной цели, да, для развития мореходства в клубе, да, создания подразделения клуба, которое, собственно, занимается водными походами, собственно, в этой цели. Есть внешнее, да, то есть мы хотим, чтобы не только это было внутреннее для нас, да, но и показать широкому кругу людей, что вот как это могло происходить. Корабль создали в Петрозаводске. В конце апреля его доставили в Сыктывкар. Длина ладьи 8 с лишним метров. Ширина по Мидльшпангоуту 2,4. Высота мачты примерно 5 метров. На судне может разместиться 4 пары гребцов. Длина одного весла чуть менее 4 метров, а площадь паруса 6 квадратных метров. Создание ладьи стало возможно благодаря фонду президентских грантов по развитию гражданского общества и личным средствам Кречета. В общей сложности все обошлось в порядка 3,5 миллионов рублей. Во время путешествия команда решила идти в максимально приближенных условиях. Как говорит Кок, утварь будет в основном глиняная и деревянная, никаких тебе пластиковых контейнеров. Безусловно, современные приспособления все же имеются, но лишь те, без которых не обойтись. Пила, генератор и так далее. Мы очень долго плавали просто так на веслах в свое время, на обычных байдарках, плотах, катамаранах. Поэтому мы особых трудностей не видим. Трудности мы видим только в том, что если вода упадет, и мы не сможем пройти. Это будет тяжело. С собой команда берет полностью укомплектованную аптечку, средства защиты от диких животных. Путешествие пройдет по 5 рекам, вплоть до расположения цилимских рудников. Часть пути пройдут на веслах и под парусом, но доведется испытать себя и в волоке судна. С собой команда взяла 50 килограмм мяса в различных видах, примерно столько же круп. Команда решила, что в первую экспедицию отправятся исключительно мужчины, мало ли что. Просто интересно, если раньше люди это могли сделать, почему бы и сейчас не сделать? Я просто проверяю, на что способен, и все. Для меня это интересно. Смогу, не смогу. Может, разревусь, как девчонка. Не знаю. Хотел проверить. Экспедиция станет первой в череде проекта «Великий водно-волоковый путь». В следующем году предполагают дойти до Воркуты и, возможно, перебраться через Урал. Другой вариант – пройти по Ижме, а дальше до бассейна Мезени Волоком. В любом случае, исторических волоковых путей на севере хватает. Первая экспедиция стартовала близ Усть-Ухты в 15:00. Путь займет 23 дня. Конечная точка маршрута – деревня Нонбург Усть-Цилимского района.